Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже. На всей земле для всех людей весна и женщина похожи. Признаться надо в этот час, что в центре мироздания вы, женщины. Мы любим вас, как в первый миг свидания. Доброе утро, Якутия! В студии Евгений Никифоров и Дарья Анкехова. Сегодня 7 марта, пятница, предпраздничный день. И, пользуясь возможностями нашего утреннего эфира, мы хотим поздравить с наступающим Днем весны, любви и цветов всю прекрасную половину человечества. Тех женщин, которые сейчас находятся на работе, наверняка есть такие, тех, кто дома готовит завтрак, а может быть даже ждет завтрак в постель от своего любимого человека, и даже тех, кто сейчас посапывает в своих кроватках с улыбкой на губах в ожидании, в предвкушении поздравлений и подарков. Кстати, о подарочке. Да, замечательные слова, дорогие друзья. Мы начинаем наш вот такой предпраздничный эфир, конечно, с прекрасных слов, замечательных пожеланий. И напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале НВК Саха-Якутия-24. И действительно, сегодня у нас такой очень, как всегда, полезный, насыщенный, но самое главное, праздничный эфир. И мы присоединяемся к словам Евгения, поздравляем всех замечательных дам с предстоящим праздником 8 марта. И мы начинаем наш эфир с приятной такой новости. Я бы сказала, даже не новости, а с приятного момента нашего эфира. Сегодня мы решили подарить кому-то из вас замечательный подарок. Посмотрите. Вот он. Да. Все очень просто. Нужно, как всегда, будет ответить правильно на нашу утреннюю викторину. И затем в течение дня мы будем ждать ваши правильные ответы. И к концу рабочего дня мы озвучим победителя в нашем телеграм-канале. То есть для начала вам нужно будет сейчас, если вдруг вы не подписаны, подписаться на наш телеграм-канал. Подписываемся. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. Сканируем QR-код, добавляемся в нашу большую утреннюю семью. И совсем скоро редактор продублирует вопрос, который мы озвучим сейчас в прямом эфире. Ваша задача правильно ответить. Но с недавних пор не мы выбираем правильный ответ, а генератор чисел. Дело в том, что да, будет выбран победитель случайным образом, поэтому действительно здесь все в воле случая, в воле генератора случайных чисел. Нужно будет обязательно указать свой вариант ответа и указать порядковый номер. Ну что, под давай. которым вы ответили. Да. Итак. А ты покажи, что там внутри. Да, конечно же. Что такое? Подарок же у нас не черный ящик. Итак, сегодня вот этот замечательный подарок. Это серьги прекрасные от ювелирного дома КРГ. Мы сегодня кому-то подарим. Отличный такой презент к празднику. И если вдруг даже мужчина выиграет, я думаю, он найдет. Уверен, прям 100% найдет применение, да? Куда-то кому-то его подарить. Ну что ж, не будем томить. Итак, вопрос звучит следующим образом. Какой цветок, символизирующий весну и женственность, был впервые использован в качестве подарка на праздник, похожий на 8 марта в Древнем Риме? И как он назывался? Как назывался этот праздник? Начинайте вспоминать, спрашивать у своих друзей и знакомых, искать, находить варианты ответа. Ну а прогноз погоды искать не нужно, ведь он всегда звучит в нашем эфире. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. В Заречной группе 44-23 ниже 0. В южных 29-15 со знаком минус. В Вилюйской группе 27-13 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 31. В западных 19-7 градусов ниже 0. В Колыман-Дигирской группе Лусов 43-26 со знаком минус, в Янских 40-28 на северо-западе до минус 35. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 37 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 22. Что ж, погода становится с каждым днем все теплее, это не может не радовать, ведь скоро наступит наше короткое долгожданное якутское лето. Что же, кроме погоды, может заинтересовать наших телезрителей? Конечно же, это выпуск свежих новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность цен на молоко в нашей стране. ФАС направила в адрес более 90 производителей запросы по поводу ценообразования и цепочек сбыта. Как сообщило ведомство, от компаний ждут данные об основных показателях их финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации этой продукции. Сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности за период с 22 по 24 годы. На основе этих данных антимонопольщики намерены оценить состояние конкуренции на молочном рынке. Крупные российские банки отбивают 99% атак кибермошенников граждан. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она считает, что в обмене данными о мошенниках должны участвовать все российские банки и все операторы связи. Она предложила организовать со стороны Банка России единое окно для такого обмена. По словам Набиуллиной, ежемесячно банки останавливают 300 тысяч подозрительных переводов в борьбе с интернет-мошенничеством. По ее мнению, проблему кибермошенничества можно решить только общегосударственными усилиями. Ну а в Мегино-Кангаласском районе прошел IT-форум. Участники обсудили вопросы цифровой образовательной среды и инструментов интеграции. Участники обменялись своим опытом, разработками, показали мастер-классы, а также провели курсы повышения квалификации. Затронуты были различные вопросы на тему от обучения языкам программирования до возможности внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс. Выпускники, которые приезжают учиться в Томский политех, они 100% возвращаются уже высококвалифицированными кадрами в Республику Саха-Якутия. Ассоциация политехнических школ Республики Саха-Якутия – это мощнейший инструмент. И я очень рада, что на уровне главы идет поддержка политехнических школ республики. Отдельно ведется их рейтинг, дается специальное финансирование, потому что политехническое направление, инженерное направление, оно сейчас очень важно. И президент Российской Федерации ставит такую задачу. В Мирнинском политехническом институте открыли аудиторию имени профессора Альбины Гольдман, заслуженного работника образования Якутии, почетного гражданина Мирнинского, Сунтарского и Верхневилюйского районов. Студенты подготовили доклады о жизненном пути и научной деятельности профессора, викторину и концерт. В аудитории выставлена копия именного алмаза. На открытии присутствовали гости из Сунтарского улуса, родины Альбины Гольдман, которая в 1994 году стояла у истоков создания первого вуза в алмазной столице. Почему именно аудитория? Чтобы студенты в ежедневных своих буднях ознакомливались с жизнью и деятельностью этой знаковой фигуры для нашего института Альбины Абрамовны. Здесь собраны ее личные вещи, рукописи, статьи. У российской молодежи исчезли зубы мудрости. Стоматологи утверждают, что среди зумеров сейчас отсутствуют даже корни восьмерок. Причем они не прекратили прорезаться, их просто нет. Дантисты считают, что во всем виновата мягкая пища, фастфуд и эволюция. В Институте стоматологии заявили, что мягкая пища снижает нагрузку на челюсть, из-за чего изменяется форма зубов, они уменьшаются и становятся менее острыми. Отсутствие зубов мудрости помогает молодежи экономить, поскольку удаление одного зуба сейчас стоит до 15 тысяч рублей. Встречаем утро с улыбкой. Как только вы проснетесь, подарите своему лицу самую лучшую утреннюю улыбку. А теперь можно задуматься и об энергии. Забудьте о том, что утро – это время медленного пробуждения. Откройте окно, подышите свежим воздухом и приступайте к физическим упражнениям. Вот и все, друзья. Зарядка утром – это не просто рутинное упражнение, а настоящее искусство для начала дня с позитивом и энергией. Стремитесь к здоровому образу жизни и не забывайте о важности утренних ритуалов. Начните утро с улыбки, энергии и активности, и вы увидите, как ваш день станет намного лучше. Доброе утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений на проработку мышц спины и плечевого пояса. Для тренировки нам понадобятся гантели от килограмма до 2, либо можно заменить бутылочками с водой 0,5 литра. Перед выполнением любой тренировки не забывайте проводить суставную разминку. Начнем мы с вами с проработки бицепса. Положение. Руки прижаты к корпусу. Далее вытягиваем точно вниз, гантели развернуты. У нас будет жим точно вверх до самого конца и уводим до самого низа. Вверх и снова до самого низа. Далее мы следим за тем, чтобы у нас не было заломов кисти. Эту позицию мы исключаем. Все четко, плечевой пояс раскрыт, локоть прижат к корпусу. Поехали.
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И далее мы переходим сразу к следующему упражнению. Уходим в наклон. Спина параллель с полом, локти мягкие, и мы будем делать раскрытие, верхнюю точку до уровня плечевого пояса. Также делаем 12 повторений. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И поднимаемся, закончили. И у нас остается крайнее упражнение верхней точки. У нас будет подъем гантель перед собой до уровня плечевого пояса и будем уводить обратно в нижнюю точку. Локоть также остается мягким. Работаем на 12, 12, 11, 10, 9. Исключаем инерцию в корпусе. Подъем только за счет дельт. 5, 4, 3, 2, 1. Каждое упражнение мы выполняем по 12 повторений. Комплекс повторяется в 3 подхода. И не забывайте, что если у вас нет гантель, вы всегда можете заменить их бутылочками с водой. Хорошего дня, до новых встреч! Оформление больничного листа, казалось бы, простая процедура, но на практике возникает немало вопросов. Кто имеет право на выплату, как рассчитывается размер пособия, в каких случаях можно получить частичную выплату. Чтобы обсудить эти нюансы, мы пригласили в нашу студию начальника управления социального страхования отделения Социального фонда России по Якутии Марию Славенко. Доброе утро. Доброе утро, с наступающим праздником вас. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, у кого есть право на выплату пособия по временной нетрудоспособности? Во-первых, это, конечно же, граждане, которые работают по трудовому договору и по гражданско-правовому договору. А также есть право у тех людей, которые вступают в добровольные правоотношения с нашим фондом. А к ним относятся индивидуальные предприниматели без работников, также адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, нотариусы, ведущие частную практику, и также родовые общины малочисленных народов. Но здесь есть небольшой нюанс, что они должны выплатить страховые взносы до наступления страхового случая, то есть за год. Для того, чтобы получать в 2025 году данные выплаты, им необходимо сделать страховой взнос до 31 декабря 2024 года. Угу. В принципе, все понятно, да? Да, Хорошо. на самом деле вроде бы несложно. А с какого дня Фонд пенсионного и социального страхования оплачивает листки нетрудоспособных? Дело в том, что это самый распространенный вопрос среди обращений граждан. Дело в том, что фонд оплачивает с 4-го дня по листкам нетрудоспособности. Первые 3 дня оплачивает страхователь. Но есть опять-таки небольшая ремарка. С 1-го дня оплачивает фонд листки нетрудоспособности по беременности и родам, и в случае, если оформляется листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе по несовершеннолетним. Мария, ну, наверное, следующий очень популярный вопрос. Как рассчитывается размер выплат по больничному листу? Здесь немножко посложнее, возможно, да, но буквально небольшая математика. Дело в том, что для оплаты листка нетрудоспособности берется расчет среднего заработка гражданина за 2 предшествующих года и учитывается страховой стаж. Что такое страховой стаж? У всех возникает вопрос. Да. Учитывая, что люди, которые имеют право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, работают по трудовому договору, соответственно, это трудовой стаж, получается, равен страховому стажу. И, соответственно, учитывая доход, средний доход за 2 предшествующих года
и плюс страховой стаж. Дело в том, что при расчете страхового стажа берется определенная градация. То есть если у гражданина страховой стаж свыше 8 лет, то учитывается 100% его дохода. Если же стаж от 5 до 8 лет, то берется 80% от дохода. Если же до 5 лет, то 60% от дохода. И также учитывается, что если доход гражданина рассчитан из минимального размера оплаты труда, то есть заработок небольшой, либо в одном из годов он не работал, то расчет производится из МРОТ. То есть вот отсюда и возникают такие вопросы, когда кто-то говорит выгодно болеть, кто-то говорит невыгодно болеть. Ну, в данном случае я бы сказала, что вообще невыгодно ни в каких случаях болеть, потому что да, последствия как бы не очень приятные. Скажите, а в каких случаях больничный может быть оплачен не в полном объеме? Ну вот я перечислила как раз Это именно те моменты, когда они в полном объеме мы получаем. Да, еще плюс, если же работник уволился и в течение 30 дней после увольнения он заболел, то у него оплачивается листок нетрудоспособности, ну, в размере 60%. Плюс есть нарушение режима соблюдения листка нетрудоспособности, где уже определяет врач, что происходит нарушение режима, и, соответственно, если это нарушение произошло, то оплата листка нетрудоспособности производится в размере МРОТа. А также, конечно, в период простой организации, либо же в период отпуска, когда работник оформляет по уходу за больным членом семьи. Не оплачивается. В отпуске оплачивается только в том случае, если заболел сам работник. Если у человека возникают вопросы, да, конечно, эту информацию все можно найти там в социальной сети, да, там, либо в каких-то печатных изданиях, да, но вот если все-таки бывают зачастую спорные вопросы даже внутри своей организации, да, может ли человек прийти в отделение социального фонда страхования, да, и, значит, задать вопрос напрямую, или все-таки это все делается через вашу организацию, через свою организацию? Сейчас век новых технологий, все очень просто и удобно. На госуслугах есть у каждого гражданина свой кабинет. Вся информация может быть доступна именно в этом портале, в этом кабинете. Все вот после закрытия листка нетрудоспособности приходит вся информация работнику, также информация доводится до страхователя. Это все в электронном виде, и застрахованное лицо, то есть работник, может увидеть у себя в личном кабинете о том, что закрыт больничный листок, либо продлен, либо состоит в статусе оплаты, выплата рассчитана, сумма. Все это указывается в личном кабинете. Очень удобно. Да. Да. Хорошо. А что за удержание с листков нетрудоспособности? Ну, это тоже очень популярный вопрос. И если кто-то не сталкивался с выплатой пособия по листку нетрудоспособности и первый раз происходит эта оплата, конечно, они интересуются, почему рассчитана сумма определенная, но получает человек чуть меньше. Это удержание 13% НДФЛ со всех доходов гражданина. Ну, собственно, такая интересная тема для обсуждения, потому что действительно мы все работаем, и случается так, что иногда мы болеем, но, собственно, совсем уж-то мы просто так не болеем. Мы же все люди, да, стараемся болеть как можно меньше, но как получается, так и происходит. Тем не менее, информация очень полезная, я думаю, для всех была. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Ну, а мы продолжаем тему здоровья, но уже немного в другом смысле. В стенах школы номер 2 в городе Алдане теперь работает необычная больница. Главные инструменты и лекарства в ней – ножницы, скотч, клей, картон и бумага. Пациентами больницы становятся старые испорченные книжки, а помощь им оказывают школьники. Проект по сохранению библиотечного фонда «Книжная больница» стартовал недавно, а из больницы уже вышли более полусотни книг. Юные мастера-лекари не только сохраняют жизнь изданиям, но и дают напутствие товарищам, которые будут эти книги читать. С тонкостями
особенностями книжной реставрации ознакомились и наши коллеги. Берегите книги. На переменках и после уроков посетителей в библиотеке школы номер 2 города Алдана есть всегда. Кроме литературы по программе внеклассного чтения, здесь можно найти научные издания и, конечно, взять книжку для удовольствия. Читают ребята охотно и затем делятся друг с другом впечатлениями. Последний раз читал маленькая злая книжка, там 7 частей. Я прочитал, получается, 6, и вот последние остались. У меня есть любимая книга про зверушек. Там есть лисичка, волк и ежик. У меня знаменитая собачка Соня. В этой книге много интересных рассказов про собачку маленькую, которая живет с хозяином в квартире. Собачка Соня, например, она задается очень разным вопросам. Самыми активными посетителями библиотеки являются ученики младших и средних классов. К слову, традиционные издания бумажного формата представителям юного поколения нравятся больше, чем электронные. Обычные будут интереснее. Потому что электронные не те. Электронные это просто в телефоне считать. На днях в библиотеке четвероклассников ожидало важное дело. В читальном зале развернулась необычная больничка, пациентами которой стали поврежденные книжки. Подклеить обложку, укрепить корешок, по возможности восстановить разорванные странички, книжных болезней великое множество. С некоторыми недугами юным лекарям бывает справиться непросто. Когда листы сами прям все в разнобое, не все, не по порядку, а все прям разорваны. Восстановление книги – работа тонкая, зачастую требующая скрупулезности, усидчивости и немалого терпения. Процесс, тем не менее, захватывает, и ребята с энтузиазмом изучают и осваивают различные реставрационные нюансы. Книжная больница – это проект для восстановления и сохранения книг, которые пострадали от времени или небрежного обращения. Идея возникла от необходимости заботиться о нашем книжном фонде. Акция «Книжкина больница» во второй школе стартовала пару недель назад. За это время было починено и отремонтировано более полусотни книг. В оказании помощи литературным изданиям принимают участие все классы. Мы с ребятами берем книгу сначала, осматриваем ее, устанавливаем ей диагноз, методы лечения назначаем ей, что там нужно поменять. И наши инструменты, наши лекарства – это скотч, клей, ножницы. Ребята работают аккуратно и ловко. Старания и изобретательности мальчишкам и девчонкам не занимать. И из больнички многие книжки выходят почти как новенькие. А товарищам, которые позднее возьмут эти книги в руки, мастера-лекари хотели бы оставить важное напутствие. Конечно, книги не обязательно портить. Это очень плохо, поскольку что они передаются следующим детям, которые во вторых классах. Книги тоже портятся. Они не вечные, конечно, но их можно как-то подправить, если они даже порваны. В лечении отдельно взятой книги ребята просматривают каждую страничку. Очень часто встречаются сделанные карандашом пометки. Их тоже нужно стереть, чтобы вернуть тексту чистоту. Просто не надо так делать, потому что книжка – это наши знания. Можно сказать, это как наш паспорт, поэтому нужно не испортить их, а просто читать и узнавать от них что-то новое. Художественная литература, детские книжки, словари, энциклопедии и учебники. Книжкина больница принимает и лечит всех пациентов. Наряду с бесспорной пользой по сохранению библиотечного фонда проект несет огромное воспитательное значение. Книжная больница, она не только помогает нам сохранить книги, но также научить любить книгу, с уважением относиться к литературе. Проект по восстановлению и сохранению библиотечного фонда во второй школе будет работать на постоянной основе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня 7 марта, а вот с чем ассоциируется этот день у тебя, Даш? Логично, наверное, конечно же, с предстоящим праздником, как и у многих дам. Но помимо этого, мы, конечно, знаем, что 7 марта, наверное, отмечен как-то и в календаре. Да, однозначно этот день имеет свои какие-то события, и я недавно узнал интересный факт, связанный с этой датой. Так, 7 марта 1967 года вышло постановление ЦК КПСС Совета министров СССР и ВЦСПС о переводе рабочих служащих предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями.
К вновь появившимся при Брежневе нерабочим праздничным дням теперь прибавились еще и субботы. Но еще долгое время под видом производственной необходимости рабочие были вынуждены выходить на отработки в так называемые черные субботы. То есть можно сказать спасибо 7 марта 1967 года за нашу пятидневную рабочую неделю. А какие еще события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 7 марта – день основания Общества спасения на водах, День тюльпанов. По народному календарю Поликарпов день. Наблюдали за поведением сороки, если она лезет под стреху, быть в юге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. И это отражено в поговорке «Март месяц любит куролесить, морозом гордиться и на нос садиться». Этот день в истории. Римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского. День рождения телефона. Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. В СССР сформирован первый отряд космонавтов. Открылись 11-е Паралимпийские зимние игры в Сочи. В этот день родились Робер де Монтескью, французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств. Марис Равель, французский композитор, импрессионист, дирижер. Борис Кустодиев, русский художник, портретист. Сергей Лазо, русский революционер, участник гражданской войны. Михаил Леонтович, советский физик-теоретик, академик. Андрей Миронов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Шамиль Торпищев, советский и российский теннисист, тренер, общественный деятель. Роман Дмитриев, советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор. Как ни крути, но все-таки 7 марта – это преддверие чудесного весеннего праздника. Этот день в календаре ежегодно ставит в тупик большинство мужчин. Выбор подарка – это настоящее искусство, требующее понимания ее желаний, предпочтений и, конечно же, немножечко фантазии. Ведь хочется не просто вручить вещь, а подарить радость, удивление и незабываемые эмоции. Давайте же узнаем, о каких подарках мечтают наши дамы. Все мы с вами знаем, как тяжело порой угадать с подарком. Это относится не только к мужчинам, но и к женщинам. Будь то подарок коллегам, друзьям или вторым половинкам, всегда есть вероятность ошибиться и презентовать что-то не то. В преддверии праздника прекрасной половины мы решили разузнать из первых уст, чего не следует дарить представительницам прекрасного пола, а какие презенты действительно порадуют милых дам. Чего ждете к 8 марта в подарок? Как любая девушка, обязательно я жду цветы, потому что без цветов и ни туда, и ни сюда, да? Вот. И я очень люблю украшения. Шоколад. А мечтали бы о чем? Не знаю, обо всем. К 8 марта я жду квартиру. Цветы? Что еще? Хорошие духи. Что хотела бы получить? Я хотела бы получить букет цветов. Но этого не сбудется. Я тоже бы хотела букет цветов, ну и, например, какие-нибудь сладости, но этого тоже не сбудется. Не знаю. Фен Dyson, пылесос Dyson, iPhone новенький, ну, можно 15 или лучше 16 сразу. Чего там? Ну, это из таких. Угадает? Конечно. Какой молодец. Уже несколько лет об этом твержу. Надеюсь, когда-нибудь угадает. Цветы. Это однозначно. Однозначно. Спасибо. Наверное, каким-нибудь сертификатом. Беспроигрышный вариант. Вот любимого бренда какого-нибудь. А как думаете? Свобода выбора была. Сбудется? Обязательно. Подарит? Конечно. Говорят, что верно подобранный подарок – это лучший тест на внимательность. И если ваш партнер действительно порадовал вас презентом, значит, знает о ваших предпочтениях и был внимателен к вам во время общения.
Специалисты из соцсетей советуют партнерам вести так называемые виш-листы, или простыми словами список хотелок, в который вы периодически заносите свои новые или давние пожелания. Важно, чтобы у вашей половинки был доступ к вашему списку, а у вас к его. Таким образом, шансы подарить что-то ненужное сводятся к минимуму, а угадать и действительно порадовать любимого человека возрастают. Как сделать так, чтобы знал? На самом деле совет самый простой. Всегда нужно говорить о том, что ты хочешь, потому что мужчины, к сожалению, они, не те, кто умеют гадать и намеки понимать. Им надо конкретно говорить, можно даже отвезти в магазин и показать, что тебе хочется. Иметь под рукой такую шпаргалку, конечно, здорово, хоть и не заменяет ваше личное общение с партнером. Ведь именно за уютными диалогами мы так много узнаем о дорогих сердцу людях. Надежда Кузнецова, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Вот такие подарки любят дамы. Это очень так было мило услышать о том, что многие хотят просто-напросто цветы. Может быть, какой-то символичный подарок. Да? Конечно, есть какие-то дамы, которые хотят прям все очень дорого-богато. Не без этого. Но все-таки вот цветы, как бы примитивно ни звучало, все в любом... просто и приятно. Да. Ну что ж, мы движемся дальше. Дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что сегодня мы решили подарить кому-то из вас такой вот замечательный подарок. Это ювелирное украшение от Керге. Замечательные серьги в якутском стиле. Самое главное, что нужно сделать, это правильно ответить на вопрос. Вопрос звучал следующим образом. Какой цветок, символизирующий весну и женственность, был впервые использован в качестве подарка на праздник, похожий на 8 марта в Древнем Риме? И как назывался этот праздник? Ответы поступают в большом количестве, но необходимо немножко пояснить. Итак, для начала вам нужно поставить будет цифру, да? То есть мы выбираем с помощью генератора цифр. Случайных чисел, поэтому обязательно должен быть номер. Верно. Далее у вас два ответа должно быть. То есть первый ответ – это какой цветок, а второй – какой праздник. Поэтому постарайтесь отвечать правильно, потому что выбирать будем только из правильных ответов. Тем временем рост цен на живые цветы в России накануне 8 марта в 1,5 раза обогнал темпы официальной инфляции и достиг 18%. Многие мужчины судорожно ищут ответы, как не разориться на поздравлениях. Тюльпаны в России подорожали на 25%. Теперь, чтобы порадовать женщин на 8 марта, нужно потратить за букет из тюльпанов до 2500 рублей ориентировочно. Однако продажи на весенние цветы упали на 4%. А вот розы стали покупать чаще. При этом средний чек на них составляет 2405 рублей. В целом букет цветов в 2025 году в несетевой рознице подорожал на 18%. Вот такие цифры. Ну, я, честное слово, не знаю, сколько стоят цветы. Да, суровая действительность такова, что все дорожает, и такие простые подарки, как цветочки, тоже. Даша, скажи, пожалуйста, вот цветы, это для тебя банальный подарок или все-таки можно обойтись без цветов? Нет. Это все-таки классика, да? Классика, и причем цветы надо дарить без повода. Вот, как видите, в той самой замечательной песне. Ну, ты знаешь, женщин может радовать многое. Для кого-то цветы – это действительно прям огромнейший знак внимания. Для кого-то обязательно должен быть какой-то материальный подарок, а кому-то достаточно просто добрых слов. Но ничто не радует женщину, как обновленный гардероб мужчины. Это вам подсказка, что подарить своим любимым на 8 марта. Шопинг для многих дам – это лучший антистресс. У каждого человека есть лимит принятия решений. Обычно мы расходуем его на работе и в личной жизни, решая бытовые вопросы. Поэтому, когда дело доходит до похода по магазинам, мы склонны совершать спонтанные покупки, потому что уже нет сил выбирать, нет сил думать, с чем мы эту будем вещь носить. Обычно нас хватает в этом случае только на нравится, не нравится. И здесь может помочь помощь стилиста, который составит за вас функциональный гардероб, в котором все вещи будут складываться в комплекты и который освободит вашу голову от планирования, поиска, стилизации, составления маршрута шопинга. В преддверии мероприятия мы провели в нашем телеграм-канале розыгрыш. И у нас есть победительница, это замечательная девушка по имени Туяра. И сейчас мы пригласим ее. Туяра?
Здравствуйте, добрый день. Добрый день, доброе утро. Туяра, Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро, Туяра. Смотрите, вот я знаю, что вы такая смелая, и не с первого раза получилось, что вы выиграли, да? Да, это первая девушка, по-моему, куда-то улетает, и вот второй раз разыграли, и попалась я. То есть, получается, вам повезло. Да, мне повезло очень, я даже сама в шоке. Классно. Это очень здорово. Сегодня бы какие образы вы хотели бы увидеть, может быть? Ну, я хотела бы 3 разных образа, да, ну, например, на повседневку, какой-то праздничный или романтичный какой-то стиль, и вот какой-то тоже необычный, какой-нибудь стиль хотела для себя попробовать. Хорошо, здорово, потому что именно так мы, скорее всего, по этой логике мы будем с вами работать, сделаем что-то более расслабленное, сделаем повседневное, романтичное, потому что это, скажем так, для праздника, да, для предстоящих каких-то корпоративов, может быть, посещение театра и других мероприятий. Да. А вообще, Туяра, чем вы занимаетесь? Я сама артистка цирка, я дрессировщица змей. Вау, это такая чудесная профессия, я в шоке, что бывают люди, которые дрессируют змей. Классно. И, конечно, в вашей жизни, наверное, много-то когда таких ярких образов, да? Да, это у меня такая как бы костюмы, вот цирковые костюмы, образы к каждому спектаклю разные тоже, да. И вот тоже я для себя хотела бы вот такой для повседневной жизни стиль, Вот в этом году год змеи, по-моему, мне тоже вот это помогло. То есть вы умеете украшать змей, да? Здорово. Хорошо, а сейчас давайте попробуем и посмотрим, какие же образы мы подберем для Туяры. Первый образ для нашей героини Туяры у нас более романтичный, сочетание розового и красного, один из моих любимых, и также он сейчас очень актуален. И если вы хотите попробовать что-то нестандартное, пробуйте несколько ярких цветов, соседствующих, да, в цветовой палитре, и тогда, скорее всего, ваш образ будет острый, модный. Здесь есть некоторая такая азиатская отсылка, да, к азиатской эстетике, поэтому также тут хорошо бы смотрелся бы и плоский ход в таком образе. Поэтому я думаю, что в таком образе Туяра будет самая яркая на любом празднике, на любом мероприятии, но при этом будет верна своей женственности и яркости. Второй образ тоже в одной из самых актуальных тем сезона – это кантри, это бохо, это все, что связано с такими вот грубой джинсой в сочетании с летящими материалами или в сочетании, может быть, с кожей, с кожей. То есть мы пробуем такие грубые фактуры сочетать с чем-то более легким. Да? Здесь также образ очень хорошо подходит для повседневной носки. Его можно использовать как и для похода, там, допустим, в кафе, ну и также как по своим делам. Можно попробовать, опять же, плоский ход, использовать ботинки или казаки. Тоже идеально подойдут для этого образа. Третий образ у нас достаточно расслабленный. В современном мире брюки из футера есть почти у каждой девушки, и это удобно, безусловно. Но именно такого плана брюки лучше всего носить не в сочетании с костюмом, да, в комплекте, а пробовать сочетать более интересно. Здесь у нас простая бежевая базовая майка в тон нашим брюкам, да, ботинки и жакет, трикотажный мягкий жакет, который более женственный по силуэту. Тут у нас некоторая эклектика образовалась, сочетание вот этой женственности и такой вот расслабленной какой-то истории. Это тоже всегда смотрится классно, поэтому пробуйте вот свои мягкие брюки из футера носить с пиджаками, с жакетами, с твидом, может быть, даже с кожаными куртками. То есть тогда это будет выглядеть очень интересно. Ну, Туяра, расскажите, поделитесь впечатлениями, как вам участие в таком вот конкурсе, да? Почему вообще решили участвовать, что вас сподвигло и довольны ли вы? Ой, я очень довольна и очень рада. Дарья Габышева, стилист, мне очень помогла. И такие вещи вот она подобрала, которые мне подходят по моему типу, по моей фигуре. И я сама не ожидала. Будете использовать в дальнейшем вот эти все методы, советы? Да, конечно. Стилист есть стилист, и он уже смотрит, как твоя фигура, как к ней одежда сидит, и все такое вот по твоему типу и по твоему образу уже подбирает. Мне это очень понравилось. Спасибо большое. В
В наше время, где информация буквально льется рекой из экранов смартфонов, может показаться, что газеты и журналы – пережиток прошлого. Но это не так. Печатные издания по-прежнему играют важную роль в нашей жизни, предлагая нам уникальный мир информации и знаний. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко и информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. Слова великого русского писателя Николая Некрасова о женщинах остаются актуальными и по сей день. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Пожалуй, нет ни одной сферы в нашей жизни, в которой современная женщина не преуспела. Оставаясь берегиней, хранительницей домашнего очага, наши женщины занимаются политикой, занимают руководящие должности, спасают людей и ловят преступников. Накануне Международного женского праздника мы расскажем вам о замечательных якутянках с интересными профессиями. Грандиозное событие ждет летом якутян. В июне в Якутске пройдет федеральный Сабантуй. К нам из разных регионов страны приедут более 1000 гостей. О том, как идет подготовка к празднику, что запланировано, вы узнаете из интервью с председателем татарского общества Игорем Халиловым. В Нюрбе жены и матери бойцов СО создали свое объединение, чтобы стать друг другу опорой и поддержкой. Открыли лагерь для детей, организовали автоняню, чтобы разводить детей в детский сад и школу. А недавно поставили иммерсионную постановку на основе фронтовых треугольничков, писем своих мужей, сыновей и братьев. Чем еще занимается объединение, читайте в нашем материале. Окружная администрация Якутска запустила масштабный проект «Якутяне. Труженики тыла», главной целью которой является увековечивание имен тружеников тыла. Каждый из вас также может принять участие в этом и оставить свои воспоминания о своих родных, их трудовых подвигах во время Великой Отечественной войны. Давайте вместе писать историю нашего любимого города. Хотите научиться кататься на сноуборде? Читайте наш специальный репортаж. Корреспондент газеты подробно расскажет вам, сколько стоит аренда и покупка снаряжения, где в Якутске можно покататься и как уберечь себя от травм. Эти и другие новости вы узнаете в нашем пятничном номере. Хорошего дня! И снова самая актуальная информация о том, что произошло в стране, в мире, в Якутии, ждет вас в выпуске новостей. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В правительстве назвали сроки утверждения новой системы оплаты труда педагогов. Ее примут в следующем году, а еще через год внедрят во все образовательные организации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В чем особенность системы, он не уточнил. Новый механизм оплаты труда в Кабмине придумали по поручению президента. В октябре он распорядился сделать систему выплат бюджетникам более честной, чтобы их оклады в разных регионах не различались. Власти планируют протестировать новшество в этом году. Оно коснется работников здравоохранения, культуры, соцобслуживания и образования. Госдума разрешила использовать биометрию для сделок с недвижимостью. Проект прошел первое чтение, он касается только онлайн-операций. Как пояснили в Росреестре, новшество позволит россиянам подавать документы на регистрацию недвижимости через единую базу биометрии. Участникам сделки придется подтвердить личность с помощью отпечатков пальцев или скана лица. Сейчас для защиты от мошенников при электронных сделках используется усиленная цифровая подпись. Новый механизм с биометрией сделает процесс еще более безопасным. Предполагается, что новшество заработает с июля следующего года. В Якутске прошла презентация книги «Отверженные судьбы моих предков» известной журналистки и краеведа Елены Лебедкиной. Книга посвящена истории рода Сюрдюпсюн и основана на архивных материалах, музейных экспонатах, частных коллекциях и воспоминаниях, собранным автором за десятилетия. Елена Лебедкина – легенда якутской журналистики, первая женщина-тележурналист из народа Саха. Ее передача «Радость тундры» познакомила всю страну с якутской культурой. На презентации присутствовали представители общественности, журналисты, педагоги, ученые и деятели культуры. Также показано, насколько самоотверженно этот род поддерживали сами его представители. То есть они не отказались друг от друга, не бросили друг друга в трудный момент. И, конечно, то, что Елена Андреевна Лебедкина собрала такой материал и отразила это все вот в этой монографии, это очень-очень большой труд. Вызывает восхищение и сам автор, и сколько она труда вложила. С учетом ее возраста, я считаю, это просто вот пример молодому поколению, как нужно любить свою страну, свой родной край.
Ленский район продолжает готовиться к финалу конкурса «Мусустар», который пройдет с 17 по 22 марта в Якутске. 40 участников представят свои таланты в различных конкурсах и треках. Отборочные туры уже закончены. Состоялись конкурсы архитектурной патриотической направленности. Ленчане писали эссе, проходили тестирование, квизы, принимали участие в деловых играх, конкурсах цифровых художников. Лучшие выбраны среди них вокалисты, танцоры, предприниматели, спортсмены, представители различных профессий с организацией предприятий, а также школьники и педагоги. Все они активная, целеустремленная и талантливая молодежь. Наш Ленский район будет участвовать в большей части конкурсов, заявленных на Мусустар. Мы участвуем в зачетных конкурсах и также незачетных активно принимаем участие. У нас есть такие конкурсы, как «Конка ГТО», это спортивное состязание, готов к труду и обороне. Этим у нас занимается спорткомитет. Также у нас есть вокальный конкурс, танцевальный. Вокальный у нас конкурс это Мусустар, а танцевальный Кюн. Этим тоже занимается культура. То есть мы все вместе активно всем районам готовимся к Мусустару. Россиянки назвали худшие подарки на 8 марта. Так, каждая вторая девушка не хочет получить на праздник кухонные принадлежности, алкоголь и подписки на полезные сервисы. Также девушки расстроятся, если им подарят завтрак в постель, парфюмерию, косметику, сувениры, сладости и сертификаты на процедуры и развлечения. Чаще всего россиянки мечтают о ярких впечатлениях, украшениях и подарках от 50 тысяч рублей. Лишь каждая вторая хотела бы получить букет цветов. Но тем временем большинство мужчин планируют уложиться в 1-3 тысячи. Ну а в среднем россияне планируют потратить на подарки и цветы к 8 марта 9,5 тысяч рублей. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш утренний эфир. Прямо сейчас в Северо-Восточном федеральном университете проходит неделя студенческой науки, которая в этом году посвящена Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии. В рамках недели прошли различные мероприятия. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ротарь, доцент кафедры экономики и финансов Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета, и Диана Неустроева, студентка Финансово-экономического института. Доброе утро и с наступающим праздником весны вас! Доброе утро, спасибо. Расскажите, пожалуйста, про неделю науки. Почему именно в этом году она проходит под эгидой патриотизма и защиты Отечества? Да, совершенно верно. Сейчас проходит неделя студенческой науки у нас в университете. Это мероприятие является ежегодным, традиционным, и целью которого является привлечение студентов, нашей молодежи в науку, в научные исследования. Ну и, как вы сказали, что этот год, 2025, объявлен годом защитника Отечества в России, защитника Родины в нашей республике и году патриотизма в Северо-Восточном федеральном университете, соответственно, и неделя науки проходит под этой эгидой. Да. Вы пришли сегодня не с пустыми руками. А какое отношение имеют вот эти вот замечательные какие-то постеры, да, это, наверное, правильно будет назвать? Что это? В рамках недели науки в Финансово-экономическом институте проходил конкурс статистических постеров, которые были посвящены Великой Отечественной войне и назывались «Цифры Победы». И так как я являюсь преподавателем дисциплины статистика, то каждый год, согласно рабочей программе, мы проводим схожий конкурс статистических постеров. И в этом году, конечно же, приняли решение посвятить его цифрам победы. Ну вот мы видим, например, на первом постере «Женщины на фронте». То есть здесь тоже статистика важна, да? Вот да, безусловно. Вот этот постер, он получил приз зрительских симпатий путем голосования, да, на страничке социальной сети нашего студенческого профсоюза. И победителем этого постера стала вот как раз Диана, ваша гостья, и Неустроева Диана и Титова Лена. Ну, помимо приза зрительских симпатий были определены еще 3 места, но это вот как посчитали зрители. Супер, можно поздравить, это прекрасная работа, я считаю. Диана, расскажи, как работали, почему выбрали именно такую тему? Сами выбирали или как-то вам давали определенные, может быть, какие-то варианты? Конкурс проводился в рамках для 2 групп по статистике, и мне показалось, что тема про женщин на фронте была бы интересной. Тем более сейчас 8 марта скоро будет, и было бы очень интересно про это сделать постер. Вот. В основном мы брали официальные материалы сайта Росстата и
которые были специально подготовлены к юбилейным датам Великой Победы. Татьяна Станиславовна нас поддерживала на каждом этапе нашей работы, и в итоге мы получили такой результат. Хорошо. Какие еще мероприятия, помимо конкурса постеров, включены в программу недели студенческой науки? Да, в университете проходит свыше 100 мероприятий. Да, в настоящее время, да, во То всем есть студентам скучать не приходится? Абсолютно нет, среди которых это и научно-практические конференции. Вчера в нашем финансово-экономическом институте успешно прошла студенческая конференция. Это и мастер-классы, и тренинги, квизы, викторины. И одним из интересных таких мероприятий 5 марта в атриум КФЕНа прошел научный конвейер. Такое мероприятие, оно является традиционным для недели науки. И здесь появляется возможность у студентов провести короткие консультации у ведущих преподавателей вузов, преподавателей нашего университета по каким-то своим научным исследованиям. То есть вот такое общение. Да, да. Очень интересно. Но мы видим, вернемся все-таки к теме постеров, потому что такая интересная история, да. Значит, как оценивали вообще работу? Ведь все-таки здесь достаточно очень много правильных данных. Сидели, все перепроверяли? Конечно, условий много. Первое – это ясность изложения. Он должен быть читаем. Есть такой даже критерий, как представление. То есть это означает, что члены жюри на расстоянии 2 метров должны понимать, уже представлять, да, в чем смысл данного постера. Это, конечно же, как сказала Диана, обязательное условие – это достоверная статистическая информация. Конечно. Каждый постер должен включать в себя ссылочку. И ребята в этом году очень здорово придумали, ставят QR-коды. Современные Да, технологии. которые имеют сразу прямую ссылку на источник информации. Вот так. Хорошо. Ну, ребята, вот Диана-то у нас, получается, приз зрительской симпатии взяла, да? А дальнейшая твоя деятельность какая? Будешь ли ты еще участвовать в подобных проектах? И вообще, для чего нужны они студентам? Ведь, в принципе-то, учебный процесс занимает много времени. Мне кажется, что статистические постеры – это отличный способ не просто запоминать факты, а анализировать данные и видеть их связь с историей. Мы использовали свои знания по статистике и истории и пришли к итоговому результату. Такой подход, скажем так, развивает не только аналитическое, но и творческое мышление, позволяя делать обучение истории более увлекательным процессом. И я думаю, что в дальнейшем я буду дальше участвовать в разных конференциях. Я надеюсь, и, может быть, и смотрит на преподавателя. Буду ли я участвовать? Да. Это прекрасно, когда история и искусство переплетаются в один симбиоз. Спасибо большое еще раз. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаем, чтобы студенческая наука у нас в республике развивалась стремительно, потому что действительно талантливые дети есть, прекрасные руководители есть, кураторы, а значит, это все приносит вот такие полезные результаты. И еще раз с праздником. Всего доброго. Спасибо. Ну а мы завершаем наш утренний праздничный эфир, конечно же, музыкальной паузой. И сегодня для нас исполнит свою песню Татьяна Ющенко. Увидимся в понедельник в это же время на телеканале Якутия-24. А до новых встреч, доброго утра. Всего доброго. Ты заполняешь пустоту пространства, с твоим присутствием трудно дышать. А я привыкла больше не сдаваться. Ну а тебе протяну белый флаг. Как можно видеть мир, когда ты в голове, весь кайф внутренний во мне. Не погибнет тебе там все, что у меня. Всю любовь, только не брось ее у алтаря. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гарри-Буар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гарри-Буар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски.
пронизанный током. Может, и ты не привык к такому, я тоже на полпути. Лезешь под кожу до дрожи, тебе самый верный шаг сделать сложно, поторопись. Потерянный взгляд не заметила,